Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь на связи Театр Байкал. Мы продолжаем серию видеороликов, в которых рассказываем вам краткое содержание улигеров Республики Бурятия. И сегодня вашему вниманию один из самых интересных, на мой взгляд, улигеров – Сагаде Мыргынхуун и Нагоде Сысынбасын. Сын Заделе Мыргена Газарбоголе и дочь Зейрмхе Мыргена Хажархара имеет двух детей, они двойняшки. Это сын Сагаде Мыргын и дочь Нагоде Сысынбасын. Однажды лесной царь Хартыгны Буртыгнон решает выдать замуж свою любимую дочь Хашибулат и приглашает к себе во дворец искусную мастерицу Нагоде Сысын для того, чтобы она помогла в организации свадьбы. Отправив свою сестру во дворец, сам Сагаде Мыргын решает пойти на охоту. Пока сын находится на охоте, родителям каждую ночь снится страшный кошмар. В первую ночь снится, что Сагаде Мыргын задавлен медведем. Во вторую ночь снится, что Сагаде Мыргын женился на страшной лесной великанше. А в третью ночь снится, что он сажает семена боярышника в своем дворе и обливает кровью родной Тонта. Обеспокоенные кошмарами родители думают, что родили на свет очень скверного сына и задумывают его убить. Ну а Сагаде Мыргын, довольный охотой, возвращается домой. В это время его конь, представьте себе, говорит своему хозяину, что чувствует что-то неладное, будто дома родители задумали очень нехорошее дело. Обеспокоенный Сагаде Мыргын говорит своему коню, что если с ним что-то случится, пусть он останется свободным и никому не дается. Родители же с наигранной любовью встречают своего сына, сажают на самое главное отцовское место и подают ему отравленную еду. Сагаде Мыргын, зная, что происходит что-то плохое, отказывается от еды, а мама, притворившись, что обиделась, начинает плакать. Сагаде Мыргын, конечно же, жалеет свою мать, пробует эту еду и падает замертво. Родители выбегают на улицу, чтобы поймать коня, но конь вырывается и убегает. Конечно же, они ссорятся, что лишились запасов мяса на зиму, забегают домой, заколачивают своего сына в гроб и кидают в море. Проходит месяц. Некоему Бухухану снится сон, будто старик со старухой убили своего сына и бросили в море. Он скачет к ним домой и решает сделать из них своих рабов. Прокалывает каждому из них глаз, ломает руки и ноги. В это время искусница Нагоде Сысын шьет приданое для Хашибулат. К ней прилетает волшебная птица-попугай и намекает, что у нее дома происходит что-то неладное. Взволнованная Нагоде Сысын идет к Хатын и хан и просит отпустить ее домой. Вернувшись в родные края, Нагоде Сысын видит разруху и запустение. Она плачет на пороге своего дома. Вдруг начинается гроза, и из радуги к ней спускается конь ее брата. Конь рассказывает все, что произошло у нее дома, и отдает ей лук и колчан его брата. Нагоде Сысын переодевается в мужские одежды, берет лук и стрелы и отправляется на поиски своего брата. Вдруг на своем пути она видит битву Тумыр-Мыргена и 15-голового Абарга Харахана. Видя, что юноша проигрывает в этой битве, она решает ему помочь и своей стрелой убивает чудовище. Скачет прочь. Далее она проезжает мимо очень красивого дворца, владельцем которого является 13-головый Аракша Якшахан. Увидев красавицу, демон возжелал ее. Он приказывает своим демонам-баторам убить свою жену, своих сыновей и дочь и отправляется в погоню за красавицей. Погоня длилась недолго. Видя, что чудовище их нагоняет, конь предлагает своей наезднице, чтобы она своим огнивом разожгла пожар. Именно в этом пожаре чудовище погибает, а герой нашей повести продолжает свой путь. Ни много ни мало они прискакали к морю, видят волшебный берег. На том волшебном берегу они видят 3 дороги. Нагоде Сысын выбирает средний путь. Далее по этой дороге они видят 3 серебряных коновязи. Нагоде Сысын привязывает своего коня к средней коновязи и решает немного отдохнуть. Вдруг начинается гроза, и в небе она видит 3 лебедей. Самое главное, первая лебедь спрашивает у Нагоде Сысын: «Что же ты делаешь, красавица? Откуда, с каких земель ты приехала сюда?» Она просит лебедиц приземлиться. Лебеди приземляются на землю, оборачиваются прекрасными девушками и представляются ей как дочери небесных властителей. Она рассказывает девушкам свою историю и просит их помочь ей. Девушки призывают с небес 3 лошадей и на этих лошадях отправляются на поиски ее брата. Спустя некоторое время девушки возвращаются и вручают Нагоде Сысын ящик.
а сами же возвращаются обратно на небо. Ногоде Сысың вскрывает ящик и видит в нем своего еле живого брата. Она, конечно же, ухаживает за своим братом. Сагаде Мыргын крепнет, встает на ноги, и оба, брат с сестрой, отправляются к себе домой. Приехав на родину, брат с сестрой решают переночевать в родительском доме. Вдруг, откуда ни возьмись, появляются 7 маленьких пузатых богатырей и разрубают бедного Сагаде Мыргына пополам. Ногоде Сысың плачет над телом брата, пытается соединить, но никак не получается. Она решает снова отправиться в путь, найти среднюю из лебедиц, из тех самых 3 сестер, и помочь ей снова оживить брата, потому что именно у нее есть волшебный дар оживлять мертвых. В пути она видит ветхую избушку. Зайдя внутрь, будет хозяином дряхлого старца. Разозленный старец пытается разрубить Ногоде Сысың, но она, в свою очередь, говорит ему, что негоже таким образом встречать гостей, и рассказывает свою историю. Старец представляется Гане Хуха и говорит, каким образом можно поймать эту лебедицу. Он говорит, что аркан, сделанный из седых волос его бороды, способен поймать эту девушку. Дарит ей свои седые волосы и рассказывает ей свою историю, что ровно 3 года назад его сын Тумер Мыргэн был чуть не убит страшным чудовищем, и что его спасла прекрасная девушка, одетая в мужские одежды. Но Ногоде Сысың, конечно же, признается, что это была именно она. Старик Гане Хухэ говорит, что примерно предполагал, с почестями, с благодарностями отправляет ее в дальнейший путь. Ногоде Сысың прибывает на указанное стариком место. Волшебное озеро, наполненное самыми разными прекрасными птицами. Она превращается в пчелу и ждет прилета лебедей. Ни много ни мало проходит время, прилетают девушки, сбрасывают свои лебяжьи одежды и начинают купаться. Ногоде Сысың вычисляет нужную девушку по светящемуся во лбу жемчугу. Она арканит ее тем самым арканом, и вдруг прекрасное озеро превращается в высохшее болото, посреди которого сидит девушка и плачет. Из правого глаза льются слезы в виде лотоса, а из левого глаза слезы в виде иголок. Ногоде Сысың Басғын мастерит небесной деве одежду из подручных материалов и вместе с ней возвращается домой. Там небесная дева оживляет Сагаде Мыргэна, видит прекрасного юношу, влюбляется в него и решает выйти за него замуж. А Ногоде Сысың Басғын она называет своей сестрой. Тут же волшебнейшим образом она строит прекрасный дворец и называет хозяином этого дворца своего нового мужа Сагаде Мыргэна. Проходит время. Небесная девушка просит мужа отпустить ее на небо, чтобы она могла повидаться со своими родителями, и улетает ровно на 3 года. А Сагаде Мыргын отправляется на охоту. Оставшаяся дома Ногоде Сысың не заметила, как в очаге погас огонь. Отправляется, обвиняя себя, отправляется на поиски огня. В лесной чаще она натыкается на избушку. Внутри этого дома живет старая ведьма. У нее живот размером с дом. Хитростью заманив девушку к себе домой, старая ведьма высасывает ее кровь, а останки выкидывает в чащобе леса. Сагаде Мыргын, конечно же, узнав про эту страшную новость, скачет к дому старой ведьмы, пытается ее поймать, но она превращается в нечто маленькое и страшное, прячется в мышиной норе и говорит оттуда, что он не сможет ей отомстить, и мести своей он будет ждать ровно 20 лет. Проходит 20 лет. У опушки леса живут одинокие, бездетные старик и старуха. Однажды к порогу их дома лось приносит ребенка. Радостные родители воспитывают эту девочку. Девочка вырастает в прекрасную девушку по имени Олзуде. Они выдают ее за сына 106-летнего Зургаде Мыргэна Хапсыралты Мыргэна. У этой пары спустя некоторое время рождается прекрасная девочка. Но почему-то эта девочка безумно капризна. Никто не может успокоить этого малыша. Вызывают шаманов, и один из шаманов говорит, что девочка на самом деле родственник Сагаде Мыргэна и Ногоде Сысың. И когда вы будете ее убаюкивать, нужно вспоминать ее предков. И благодаря этому девочка начинает спокойно спать. А в это время Сагаде Мыргэн все еще находится в избушке той старой ведьмы и ждет ее появления. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется нечто волосатое и лохматое. Испуганный Сагаде Мыргэн стреляет в нее,
а это нечто превращается в ту самую ведьму. Конечно же, Сагаде Мыргын убивает ее, а кости ее он сжигает и бросает в реку. И, следуя этому праху, он начинает искать свою сестру. Вдруг на своем пути он видит огромный город, в котором возвышается 3 красивых дворца. Из одного дворца выходит 106-летний Зургаде Мыргын и спрашивает, кто ты и откуда. Конечно же, он представляется, что он Сагаде Мыргын и ищет свою сестру. Вдруг выходит его сестра Нагоде Сысын вместе со своим мужем Хапсыргалты Мыргеном и 8-месячной дочкой Налхан. Здесь, друзья, мы понимаем, что Нагоде Сысын – это вот та самая девочка Олзуде, которую нашли на опушке леса. Все знакомятся, радуются, закатывается пир, и во время этого праздника Сагаде Мыргын просит Зургаде Мыргена, чтобы он отпустил своего зятя, свою невестку на родину, погостить. Счастливые и довольные Сагаде Мыргын, Нагоде Сысын со своей семьей отправляются в свой родной дворец. Хапсыргалты Мыргын, увидев родной дворец Сагаде Мыргена и Нагоде Сысын, очень удивляется и понимает, что на самом-то деле Сагаде Мыргын и Нагоде Сысын непростые люди. Там они тоже закатывают пир, во время которого Сагаде Мыргын начинает плакать. Начинает плакать он потому, что вдруг понимает, что безумно скучает по своим родителям. Он сразу же пускается в путь, чтобы найти их и вернуть домой. В поисках дворца того самого Харабуха, который увел в рабство его родителей, он вдруг натыкается на одного из его богатырей, Уимырхара. В схватке он, конечно же, убивает этого демона, а на его лбу пишет интересную надпись «Сысыне ордаха тынык, тыныге хойнага сысын». Наконец-то он находит нужный дворец. Вход в этот дворец охраняет Тыныкхара, сын Тымылжин Галзухана. Отругав его по полной программе, он заходит во дворец и ложится спать. Через некоторое время, оборванные, голодные, приходит старик со старухой. И в спящем богатыре они узнают своего сына. Они, конечно же, безумно испугались, подумав, что сын приехал отомстить им за прошлые злодеяния. Проснувшийся Сагаде Мыргын, конечно же, с любовью и нежностью обнимает своих родителей, они целуются и радуются. Он говорит им оставаться в замке, а сам отправляется биться с Бухахара. В жестокой битве он побеждает это чудовище, убивает его жену, убивает лошадь и все сжигает. Ну а богатство этого чудовища он раздает всему честному народу. Вместе со своими родителями счастливые они отправляются в сторону дома. В одном из благословенных мест они находят источник Аршан, он умывает своих родителей, от этого Аршана они излечиваются, наряжаются в красивые одежды и возвращаются во дворец. Во дворце, конечно же, все ждут родителей, все счастливы, все радуются, закатывается большой пир, и на этой позитивной, счастливой ноте эпос Сагаде Мыргын Нагоде Сысын Басын Хойер заканчивается. Дорогие друзья, вот вы и услышали еще одно краткое содержание известного бурятского эпоса Сагаде Мыргын Нагоде Сысын Хойер. Надеемся, что вам понравилось, и до скорой встречи, друзья!